я не буду привлекать внимание своими волосами. Буду ездить в маске пока. Может, и шлем нарою потом. Посмотрим, пока поезжу так. Все равно какой-то смог. С утра туманы сейчас. Этот смог оседает. Вот эти все взвешенные частицы оседают вместе с туманом. Буду так ездить. Да, Чжэнчжоу 200 километров. Только не знаю, нужен мне он или нет. На каучсерфинге еще никто не отписался. Хотя я уже писал давно. Видимо, не хотят меня встречать. Может, думаю, поехать на Ухань сразу. Сейчас разберемся. Вот снова прокол. Что ж такое, а? Какая-то колючка. Теперь опять клеить. Чуть сейчас быстро заклею. Наверное, покрышка уже все. Швальба, ты что? Опять херово заклеил, короче. Заехал на шиномонтажку. Камеры у них не оказалось. Да, все нормально, это нормально, запасная. Ой. Ребята подъехали поинтересоваться, что за проблема у меня. Я уже третий раз, короче, клею. Что-то не могу нормально заклеить ее. То ли клей такой беспонтовый, то ли еще что, не пойму. Поставлю Тиогу, свою запасную покрышку, посмотрим, как она. Думаю, нормально будет все. Настроение вообще какое-то нулевое. Вчерашний инцидент меня немножко подкосил в моральном плане. И сил вообще нет. Желания куда-то ехать. То ли не выспался, я не пойму. Отдохнуть надо. Хотя проехать еще чуть-чуть. Сейчас пообедал, посидел. Колесо вроде не сдувает. Поставил эту тёговскую покрышку. Вроде намного лучше. Но все равно надо будет сейчас найти камеры. 2 камеры запасные купить. Вот купил камеру за 250 рублей. 225 юань. Ну ничего. Не 100 рублей, но надеюсь пригодится. Все. Встал на ночевку. В каком-то саду маленьких китаек. День был сегодня сложный, психологически и физически. Это колесо еще заднее от велосипеда. Точнее, камера. Все мне с ними не везет. Сейчас опять надо снимать, потому что и ту камеру, которую я поставил, не новую, она тоже продувает. Но я купил новую, потратил последние деньги наличные. Сейчас буду ее ставить. Фух, нужно набирать темп, набирать обороты дневные. Потому что я уже отстал от графика немножко. На Чжэнчжоу я не поеду, потому что это немножко небольшой крюк будет. И я решил ехать напрямую на Ухань. До Ухани, наверное, еще километров 800. Короче, я так нон-стопом долблю. Без отдыха. Фактически без квартирного отдыха, без городского. Вот в кои-то веке варю себе покушать. Давно этого не делал. Яблочек этих маленьких много. А так все хорошо. Живой, здоровый. Больше-то и сказать нечего. Рассказывать. Посмотрел сегодня шлемы. Заехал в Giant магазин. 120 юаней стоит. То есть 1200 рублей. Налички не было, а так бы купил. Нужен шлем, чтобы не палиться. Потому что все велосипедисты Китая не ездят в шлемах.
все такие профессиональные, так скажем. Любители, велолюбители. Вот. Потому что если человек ездит на велосипеде, это не значит, что он велосипедист. 120 юаней, в принципе, недорого, нормально. Ну все. Завтра будет новый день. Сегодня отдыхать. Вот, любят детей фотографировать со мной. Молодцы, красавцы. Где палатку поставить? Где люди, как муравьи, копошатся? Одни поля. Даже посадок нормальных нет. Ужас! Берегите родину свою, ребята. Россию нашу. Палатку ставь. Мест предостаточно. Здесь вообще этого нет. Я не знаю, как они отдыхают, китайцы. Но это ужас. Это им воздастся все. Природа, они сами это все поймут. Экономический рост, не экономический рост. Это все фигня, это все временное. Мы еще на примитивном этапе развития. Все. Нашел какое-то пустое место, какой-то ивняк, заросли, небольшой такой участок. Можно раскладываться. Отличное начало дня с дождя. Ну, походу, он весь день будет, если не всю неделю. Прогноз я что-то не посмотрел. Надо посмотреть. А так тепло вроде, теплый дождик, нормально. Мне не везет. Бомбанула покрышка Тиога. Не выдержала она давления. Все-таки не для путешествия она. Вышла грыжа прямо на дороге и шлепнула. Сейчас вот заехал на шиномонтажку к ребятам. У них нет такой камеры, короче, придется опять старую ставить, вот эту. Вообще жесть. Попал я. Вон, ребята помогают мне клеить. Да, это так, фильм. Молодцы. Тормознул меня сфоткаться еще один. Thank you, говорит. Колесо сделали, нормально все. Еду дальше пока. Вроде хорошо. В такую слякотную мерзкую погоду хочется залезть в горячую ванну, пить чай с лимоном. В такую погоду даже собаки не гуляют. Но Никита едет. Никита едет в любую погоду. Какой-то черт тянет его на край Евразии.
Все, я на ночевке. Все грязное, мокрое. Сам сейчас подсох более-менее. По прогнозу посмотрел, дожди на всю неделю. То больше, то меньше осадков. Весело, в общем, будет. А я-то все удивлялся, что это осень, а я еду по северо-китайской равнине. Все сухо, тепло. Вот и дожди пришли. Но пока благо сухие. Ой, теплые. Посидеть чуть-чуть, почитать и снова спать. Вот еще один день закончился. Рядовой, будничный, тяжелый, мокрый день. Сколько таких мне еще впереди? Утречка. Вся одежда мокрая. Поймал коридор, вроде дождя нет. Едем дальше. Велосипед весь в песке, весь грязный. Еще вчера я очки потерял. Очки, с которыми я проехал всю дорогу. Мне их еще Макс подарил, мой друг, перед дорогой. Макс, прости. Это уже третья пара очков, которые я теряю за 3 года. У меня всегда мания бывает. Я их либо оставляю. Вчера я с дождевиком возился, и очки забыл, и они где-то выпали у меня. Назад я уже не стал возвращаться, потому что... Сколько там? Километров 10, может быть, было. Хорошо, у меня хоть запасные есть очки. А сейчас вот банан жую. Встал на ночлег. Это лапша китайская у меня уже вот здесь. Наелся я ее. Хочется фруктов поесть. Быстрее бы на юга. По цене бы я, кстати, не сказал, что здесь особо дешевые фрукты. Но все-таки подешевле. Все равно. Хотя я не знаю, как в России уже. Я-то отстал от всего. Вот так вот. Сегодня за многие дни я, наверное, почувствовал осень. Такое дыхание осени. Так хорошо сразу на душе стало. Вспомнил школьные года, университетские. Те немногие. Еду. Ностальгирую. Вот и мечеть. Заехал постричься, а то башка быстро пачкается. Пускай лучше будет короткий и палево меньше. Посмотрим, что получится. Готово. Вроде офигенно вообще. И всего за 100 рублей. Классно. Молодцы. О. По федеральной трассе G106. Буквально 1000 километров от Пекина, и она уже практически пустая. Трафик слабый, грузовиков уже гораздо меньше. Соответственно, и дорога уже похуже местами. Хуже и похуже. Вот тут мусор, тут же куры-гриль вертится.
И велокомп сдох. Вода, что ли, туда попала? Даже не знаю. Посмотрим. Надо открыть будет. И не просушишь сейчас. Вообще, что-то меня Sigma в последнее время не радует. Как что и фонарик тоже работает через раз. Сейчас с компом проблемы. Ну, надеюсь, заработает. Обалденные горячие булочки. В такую погоду то, что нужно. По 1 юаню всего. Наконец нашел веломагазин. Нашел шлемы. Стоит 165 юаней. Вот такой вот. Тут есть белое, есть черное. Но мне черное больше нравится. Вот это. Тут еще есть фонарик сзади. Вот. Так что думаю брать. Буду модным теперь. Черный лучше, да, правильно. Беру. Даже скидочку сделали, взял еще вот комплект заплаток, наклеек для камеры и саму камеру взял. Нормально. Опять прокол. Что ж ты будешь делать, а? Бронебойный торчит. Да фокусируйся. Ну не хочешь, ну видно в общем. Вот. Без вариантов. Быстрее на ночевку ехать. Уже темнеть начинает. Оп. Тишина-то какая, а? Когда дороги нет. Здорово. Он разворачивается тоже. Еле нашел место под ночевку. Как всегда опять. Весь мокрый, сырой. Место нашел в полях. В посадке. Какой посадке? Даже не посадке, в канаве. Благо, что воды хоть нет. Все, отдыхать.